И вернемся к событиям в Казахстане. В Алматы завершен первый этап реализации программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, рассчитанной до 2020 года. Первые 5 домов уже сданы в эксплуатацию. До конца года строители должны отремонтировать кровли, фасады и частично инженерные сети еще в 45 домах Бастандыкского района, построенных 50 лет назад. Качество работ смог оценить наш корреспондент Арман Ижанов. На модернизацию ЖКХ, стартовавшего в августе, в Алматы в этом году выделено около 700 миллионов тенге. На эти средства планируется в 50 домах привести в порядок фасад, кровлю, заменить окна в подъездах на стеклопакеты, отремонтировать инженерные сети, где требуется заменить лифты. В акимате отмечают, на ремонт одного дома требуется 10 миллионов тенге без замены инженерных сетей. Если и трубы менять, то на 3 миллиона получается дороже. Жители будут возвращать средства государству в течение 7 лет. Жители, да, будут платить, я сейчас говорил, однокомнатная квартира в порядка от 1500, трехкомнатная до 3500 тенге. Но есть в месяц, да, в месяц. Но смотрите, есть социальные слои населения, которые, значит, могут получать жилищную помощь и могут не платить. За них будет оплачивать государство. Для этого нужно обратиться в районный акимат, и там все документы есть, перечень. Жилой фонд Алматы сегодня составляет почти 8 тысяч домов, из них 4,5 тысячи требуют ремонта. Ежегодно в мегаполисе планируется ремонтировать 130 домов на 2 миллиарда тенге. Жители, желающие отремонтировать свой дом, могут направить заявку в управление жилья. Качество ремонта нравится, ребята. Огромное спасибо строителям, ребятам. Беспрекословно каждое замечание выполняли. Белили, красили, все, никаких замечаний с моей стороны нет. Я очень довольна. По данным агентства по строительству, в рамках программы модернизации ЖКХ к 2020 году планируется отремонтировать порядка 12 тысяч домов по всему Казахстану, тем самым снизив долю жилого фонда, требующего ремонта с 32% до 10%. Арман Ижанов, Владислав Шишко, агентство Хабар, Алматы.